У нас сразу сходу есть звонок из Крыма. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, говорите, задавайте свой вопрос. Добрый вечер, Аркадий. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче, если можно. Алло, добрый вечер, Аркадий. Вспоминая события сентября 1983 года, когда еще был Рейган президентом Соединенных Штатов, он тогда назвал Россию империей златой, я точно помню, я еще тогда служил. Вот. И запустил так называемый часовой механизм по как-то ограничению и разрушению Советского Союза. Не прямыми военными действиями, а именно экономическими. Скажите мне, пожалуйста, какие должны еще совершить действия Россия, чтобы аналогичные эти запустить механизмы? Может, не хватает Рейгана? Спасибо. Вот очень хороший вопрос. Спасибо вам за вопрос. И там действительно был запущены механизмы действительно замечательные. Одна их программа «Звездных войн» что стоит, да, когда тот блестящий, великолепный пример, когда запущенная дезинформация очень сильно повлияла на экономическое обрушение страны, когда страна действительно поверила, что будут «Звездные войны», и надорвалась на противостояние в космосе, да? Это то, с чего мы начали. Все, доказано. Россия агрессор. Россия неприкрытый агрессор. Россия неприкрытый оккупант. Никаких доказательств больше не надо. Мы теперь ждем от западного мира реакции. И не той реакции, что они будут в очередной раз говорить, как они сильно озабочены, и давайте обе стороны не будем нагнетать обстановку, и самое главное, прийти к миру. Мы уже ждем действительно уже другой реакции. Потому что, друзья мои, в 1938 году утихомиривали, все пытались, глазки закрывать пытались. В итоге вместо того, чтобы просто потерять деньги на начальной стадии, дошли до того, что потеряли миллионы жизней. Вот мне бы сейчас хотелось, чтобы Запад усвоил этот урок. И я понимаю, что они не хотят терять бизнес, понимаю, что они не хотят терять деньги, понимаю, что Россия там до сих пор для них значимый партнер, и Северный поток, и так далее, и тому подобное. Но, друзья мои, давайте уже отдуплите. Либо потеряете деньги сейчас, либо потом опять будете терять, не знаю, десятки тысяч жизней, сотни тысяч жизней. Я не знаю, во что это все может вылиться. Трамп, безусловно, не Рейган. Говорить тут нечего. Да? Трамп не как президент Соединенных Штатов, а как человек, вот Дональд Трамп, он на Владимира Путина, конечно, смотрит как такой мальчик, мелкая шпанюшка, смотрит на настоящего урку, отсидевшего уже в тюрьме. Да? У него там в глазах прям читается трепет и уважение. Поэтому конкретно от этого человека ожидать, мне кажется, ничего не приходится. Но, слава богу, все-таки Соединенные Штаты Америки свою демократию строили 300 лет и построили нормальную демократию. И государственные институты, работающие государственные механизмы не смог сломать даже Трамп. И там есть и Сенат, и конгрессменов достаточно адекватных. Я надеюсь, что они сейчас сидят, делают выводы, просчитывают пути и возможности. Я думаю, что все-таки очередные меры будут приняты, потому что не реагировать на это нельзя. У нас